Всем привет, друзья! И снова добро пожаловать на канал Giveaway Motovlog. Итак, время 8 утра, начало июля. Я и мои два друга едем сегодня по маршруту Алма-Ата, Бестюбинское водохранилище в сторону Кегеня. Далее Лунный каньон и каньон Темирлик. Мы планируем сегодня ехать с ночевой, заночевать прямо в каньоне, прямо на речке. Для этого, естественно, я взял с собой палатку, что я делаю крайне редко. Вот. Взял пенку. Тут внутри спальник. В общем, все хорошо, нормально уместилось. Также сегодня я еду не один. Соответственно, установил задний ящик, чтобы пассажиру или пассажирке было удобно. Все. В принципе, вчера колеса подкачал, проверил, цепь смазал. Вот она цепь. Сочная. Сочная, как ягода. Ну вот и все. Со мной сегодня Алике. С Алике тоже спутница. И Болат, Ербосын. Мой подписчик Була Салам. Вообще, я вам уже говорил, что очень часто встречаю классных ребят среди моих подписчиков. Это говорит о том, что я в принципе неплохой парень, да? Не так ли? Потому что если верить поверью, покажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Действительно, так оно и выходит. В общем, на выезде из города по Куйджинке остановились, чтобы заправиться, вот, освежиться. Ну и вперед. Следующая остановка у нас Байсиит, где мы затаримся еще небольшой провизией, сделаем небольшую паузу, выпьем чайку, а может даже кумыса, и поедем дальше. Вот мы повернули с основной дороги на Лунный каньон. К великому сожалению, нас там встретила стена, железная стена, забор, где было написано, что въезд запрещен. Как позже выяснилось, территория каньона перешла в частные руки, и туда уже никого не пускают, либо за определенную мзду. Мы махнули рукой, глазели, ну и поехали дальше. Нашей следующей остановкой была Бестюбинское водохранилище, но перед тем, как туда заехать, мы решили заскочить на Муйнакскую ГЭС. Вот здесь вот видите, как мы спускаемся с долины в устье реки. И вот отсюда открываются просто обалденные пейзажи, но имейте в виду, что на Муйнакской ГЭС очень много КПП, куда попасть не так уж и просто. Поэтому вам придется включить все имеющееся у вас обаяние. Возможно, даже придется использовать кэш, но не говорите, что я вам это говорил. В общем, постояв там, пообщавшись с охранниками, присев им на уши, нас таки пустили, за что им огромный респект и уважуха. Дорога вниз очень красивая, как вы видите. Видно, что машин здесь ездит очень мало, объект действительно охраняется, и то и дело туда-сюда смоют только лишь машины коллег, людей, которые там работают, сотрудников.
там был съезд к воде, давай. Ну что ж, ребят, у меня не было особой возможности вам рассказать о том, что происходит. Я просто записывал вам видосики с дороги. Сейчас мы приехали на Мойнакскую ГЭС. Вот она. Вот она, река Чарын. Сразу скажу, что вас могут туда не пустить, сюда. Там вверху пост стоит на въезде. Вот. Но мне удалось договориться. Если хотите узнать, как я договорился, напишите мне в личку или оставьте комментарий. А вниз обалденный серпантин, который вы только что видели. Прям вот реально, это знаете, прям такое потайное место. Вот это Мойнакская ГЭС. И вот эта дорога серпантинная, настолько она живописная. И вы спускаетесь сверху и наблюдаете всю эту панораму. В общем, обалденно. Вот у нас шашлык, который мы взяли в Байсиите. Байк чувствует себя хорошо. Вот. Кто хотел скупнуться, тот уже скупнулся. Если поехать по этой дороге, правее от ГЭС, там стоит КПП, экопост. И там сидит егерь, который хочет денег. Если хотите ему дать денег, можете дать и проехать чуть дальше. Но мы решили ему денег не давать, поэтому мы развернулись и спустились прямо к месту, откуда выходит вода с плотиной. И сейчас здесь будем обедать. Вот и все. Что-то тучи нам не нравятся. Чувствуется, что водохранилище на Бестюбинском там, наверное, уже льет. И, возможно, вода застанет нас врасплох. Надеюсь, без последствий. Ну вот она, АО Мойнакская ГЭС. Видите? Что говорит? В 85 году начали строить, в 92 году закончили, завершилось. Строительство вот этого вот водохранилища. В 2006 году продолжили строительство, и в 2011 закончили наконец-то. Объем 238 миллионов кубических метров, так. И полезная вместимость 198 миллионов. Так Чарын с него кубов. вытекает, да? Впадает в нее. А? Впадает. Высота 94 метра, длина 515 метров. Вот так. А вот это компании, которые участвовали в строительстве. Ну ты. А Чарын? Любуйтесь. Еще раз высох. Бестюбе. 5 вершин. Стоит стелла, на которой написано Мойнакская ГЭС. Вот, пожалуйста. Только что я сказал ребятам, что некоторые блогеры называют это казахстанской Исландией. Вот. Ну что ж, напоминает слегка на исландские ландшафты. Алики, чё, как? Мокрый, как кто? На ГЭСе я еще никогда не был. И тем более на ГРЭСе. А на ГРЭСе я был.
По этой дороге мы вскоре приехали в Кегень. По дороге страшный шел дождь, мы промокли, и там у меня, в общем, глюканула камера. Был очень хороший такой контент годный, который, к сожалению, не попал в этот ролик. Только из-за того, что вода намочила камеру. Увы и ах. Так, хочу закончить то, что я начал. Что-то наш костер чувствует себя очень плохо. Видите? Костер хочет спать, походу. Костер как бы намекает, что нам тоже пора бы спать. Вечер прошел великолепно. Мы ели, мы пили, мы врали, признавались, мы пели, что только мы не делали. И лгали тоже, да? Ну ладно, это не важно. В общем, завтра мы выезжаем отсюда, заезжаем на самую вершину каньона, чтобы насладиться этим неземным пейзажем. А далее мы отправляемся в город Алмата. Вот и все. Считайте, что за один день мы увидели лунный каньон, мы увидели Бестюбинское водохранилище и каньон Темирлик. Плюс заночевали в просто эпическом месте. Завтра я вам сниму, если не забуду. Всем пока. Алик, у тебя колесо спустило, прикинь? Да ну. А компрессора нет. Серьезно? Что будем делать? Раз я с камерой, то значит шучу. Сейчас я ее уберу, повторю то же самое. Компрессор тоже есть. Ну что, народ, замечательное утро, замечательные люди, да? Замечательное место и не менее замечательный завтрак. Что еще нужно современному человеку для замечательного счастья, не так ли, Алике? Чтобы встретить старость. Вот. У нас уже сегодня Хороший костер. дом, хорошая жена. Ага. Что еще нужно, чтобы встретить Вот сейчас будем есть у нас каша, маша, все дела вообще. Ночью приехали какие-то ребята с фонарями, ходили там. Мы уже здесь присели такие, думаем, блин, сейчас нам, наверное, попадет за костер. Тут же как бы нацпарк. А в этом году запретили разводить костры. И вот туда-сюда они ходили. В итоге оказались, что такие же туристы, как и мы. Пожелали друг другу удачи. Такие же прохиндеи. Да, встали они с нами рядом, вон там на том берегу. Вот. Вон там вон уже видны скалы. Сейчас, когда мы будем возвращаться, мы поедем туда, где можно лицезреть это обалденное панораму. Ну а пока завтракаем. Нога в порядке? Отлично. Ну как вам такой контент, ребята? Я очень долго старался, чтобы специально на этом повороте упасть и снять это классное эпическое видео. Я думаю, вы его зацените. Ну, конечно же, я шучу. Да, запись шла, представляешь? В общем, вот как я привязал свой чемодан. Он задел ту каменную стену, вот она, видите? И меня отрикошетило. А почему я в стену заехал? Потому что я хотел повернуть малым радиусом, срезать. А там такой бугорочек был. Камень там, песок, короче. Ну, мягкая такая вот была жижа. И вот там он начал играть и ушел в стену. Ушел в стену, стена отрикошетила, и мы направо завалились. К слову, здесь все нормально с правой стороны. Вот только ящик. Ящик отвалился, и подномерник вон лопнул, видите? Короче, подномерник, хер с ним. Но здесь тоже, в принципе, хер с ним. Единственное, вот крепления вот эти вот поломались. Вот они. Вот это вот и вот это. Сейчас их надо заменить. Ящик немного отстучать, а то его, вон, видите, откосоюбило как. Я думаю, Мирослав не оставит меня в беде, да, Мир?
А вот Темирлик, каньон Темирлик. Мы ночевали 5 километрами ниже, прям вот на реке. Видите, здесь какие заросли. Как вариант, можно было на машине проехать, покуда это возможно, и прогуляться прям вдоль реки по каньону. Дорога сюда проходимая. Вот такая вот грунтовка, гравийка. Вполне себе. И самое главное, что здесь чисто. Я не видел ни одного, не знаю, окурка и пластиковой бутылки. Очень хорошо, короче. Всем советую, кто здесь не бывал и кому надоел Чарым. Были там трудности. Если вы хотите уединения, можете там внизу заночевать в роще, погулять здесь утром. И сюда можете подняться перед дорогой домой. В общем, enjoy. Вот она, вечная красота. Да? Вечные силы природы. Мы с вами тлен, как говорится. Тлен. Тлен, да? Сори. Я не русский просто. Вот такие дела, ребята. Вот и заканчивается наше путешествие. На заправке стоим на выезде из Чилика в сторону Алматы. Надеюсь, всем понравились наши злоключения. Все было очень интересно, запоминающе. Вот. Алекс заправляется, и мы поедем. Всем пока. Peace.